Далее, партия Исламского возрождения Таджикистан, затем Мусоидат. Господа, борьба с терроризмом и экстремизмом часто используется правительством Таджикистана для подавления инакомыслящих и политических оппонентов для ограничения свободы и прав граждан. Власть использует любую возможность, в том числе человеческие трагедии, для того, чтобы очернить политическую оппозицию, ввести дополнительные ограничения, заблокировать соцсети и новостные сайты. Ярким примером могут служить трагические события прошлого года, когда члены ИГИЛа убили 6 велотуристов. Власти решили использовать эту трагедию в своих политических целях и через несколько часов объявили, что наша партия стоит за этим терактом. Чуть позже весь мир узнал подробности и не осталось никаких сомнений, что это ужасное преступление совершил ИГИЛ. Но власть никак не хотела упустить шанс, поскольку жертвами теракта были граждане западных стран, а таджикская оппозиция нашла убежище в основном в Европе. Чтобы вызвать негативную реакцию против собственных граждан, власть всячески старалась убедить мировое сообщество в причастности оппозиции к этим событиям, но, к счастью, этому никто и не поверил. Даже после такого международного пропагандистского провала власть все еще продолжает эту практику. Не случайно правительственная делегация в рамках этой конференции минимум 10 раз обвинила нашу партию и другие оппозиционные группы в терроризме и экстремизме и почти не говорила об ИГИЛе, хотя более 2000 граждан Таджикистана находятся в составе ИГИЛ. Они распространяют среди участников этой конференции фальсифицированные материалы против таджикской оппозиции, рассчитывая на неосведомленность читателей. Примером может служить вот этот журнал, где был здесь распространен, где мое рукопожатие с лидерами Ирана преподносится как сотрудничество по терроризму. И также здесь в этом журнале есть фотография из аккаунта министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани, где мы встретились, они просто через Photoshop сняли его с фотографии и преподносят это как мою встречу или совещание с некими террористами. Все это говорит о том, что власти в основном заняты борьбой против собственных оппонентов, а не против реальных террористов. Мы призываем ОБСЕ запустить механизм, московский механизм, по подготовке доклада по запрету политических партий и движений, политзаключенных и пытках в Таджикистане. Спасибо за внимание. Thank you. Благодарю вас, слово.